чеченец, которого предали. Маулид Висаитов. Он прошел всю войну, от первого до последнего дня. Танковый офицер, участник Курской битвы, освобождения Европы. К исходу 2 мая 1945 года полк вышел на реку Эльба, севернее города Виттенберг. Висаитов в числе первых встретился англо-американскими войсками. Маулид Висаитов был первым советским офицером, который пожал руку генералу Александру Боллингу, командующему передовыми американскими частями. Президентом США Гарри Труманом Висаитов был представлен к ордену Легион Почета. Именно он стал символом встречи с союзником, но он был чеченцем. Пока он сражался за родину, его народ, весь чеченский народ, был депортирован. Старики, женщины, дети в холодные степи Средней Азии, без суда, без следствия, без вины, только за то, что они чеченцы. А когда Маулид вернулся домой после победы, он не увидел своего дома. Его, героя войны, отправили в ссылку, туда же, куда сослали его народ. Ему не дали ни чести, ни покоя, ни благодарности. Он был награжден орденами, медалями, но не был признан героем Советского Союза. Не потому, что не заслужил, а потому, что был чеченцем. И только в 1990 году, за 5 лет до его смерти, спустя 45 лет после победы, ему наконец-то вручили звание Героя Советского Союза. Но слишком поздно. Маулид Висаитов – это живая рана на теле истории. Он сражался за страну, которая уничтожила его народ. Он бился за честь, которую у него отняли. Он победил на войне, но был побежден своей собственной мнимой страной.